Производство рядового кирпича, керамических блоков, а также облегченного кирпича «Паратон» производственной мощностью 40 миллионов условных кирпичей в год. Такие задачи ставит перед собой комбинат строительных материалов «Неон». Производить кирпич планируется из 3 глин. Для производства клинкерного кирпича ранее было закуплено и установлено соответствующее оборудование. Хасан Истамиров сообщил, что ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2024 года. Однако было отмечено наличие сопутствующих сложностей. Пандемия, санкции недружественных стран, отсутствие решения о классификации комплекта оборудования, поставляемого в несобранном виде. В связи с вышеуказанным глава Ингушетии дал поручение региональному министерству экономического развития проработать меры поддержки для завода «Неон». Мы сейчас оборудование ставим, где у нас будет делать кирпич из 3 глин, чтобы получить клинкерный кирпич. Клинкерный. Тогда и плитку можно, клинкерный, как немецкий. Да. Есть оборудование? Мы это уже закупили уже. Печка у нас полностью, вон печка у нас стоит. Да, даже на Кавказе нет даже клинкера. Потому что там своя печка нужна. Есть печка у нас стоит, низкая печка будет стоять, высотой 1,10 м, где будет обжиг при градусе 1200 градусов. У вас оборудование есть, да? У нас оборудование 60% будет завезенное. 60%. Ход отсюда печки. Сюда кирпич уходит. Вышел кирпич. Сюда вот стоит робот. Робот угружает кирпич, ставит на поддоны, политизирует и выдает сюда. То есть на разгрузку выдает там. Это сушильная камера, которую вы видели. Сушильная камера. Сушильная камера, кирпич отсюда производится. Вот у нас пресс оборудование стоит. Это сюда запасник. Глина сюда попадает, это запасник. Там отлеживается более месяца глина, чтобы она вот... Глина? Да. Это она называется, что там называется? Структура. Что-то, да. Потому что все мы 3 вида мы между собой соединяем глину и подаем наш И запасник. 3 вида у нас есть глины. У нас есть 2 вида глины. Одного карьер у нас еще нету, один наш карьер, и который мы смотрели карьер. Для внутренней вкладки. Там он легкий блок, заполнением стекловатой, внутри будет заполнен стекловатой. Тоже у нас полностью. А как ты просто... Оно заполняется Автоматом? Автомат заполняется, оно задувается. Как лего собираются? Они с пазами, эти кирпичи, Вот, заменяют, по-моему, 14 кирпичей. Оно идет раствора. без раствора, на клею. То есть и в любую погоду можно, даже зимнюю погоду можно как-то делать. Не боясь, что замерзнет. И сеять из-за отсутствия раствора теплосохраняемость очень высокая. То есть там нету никаких сквозняков. Напористая, поэтому. Да, сквозняков нет. Так. И вот эта концовка, да? Да, это у нас уже после обжига он делает, что наш табелер, он уже с вагонетки ставит. Тут в конце это клинкерная, Да. полагается, да? Да. Ну, клинкера водопоглощение только 3%, и даже ниже, чем бетон, поэтому он долго сохраняется. У нас нету печного транспорта, нет, печной транспорт. Это вагонетки, да, вагонетки. Ну как это вот, того не хватает, этого не хватает. Сейчас вот оборудование, если не завезут, я надеюсь, на следующий год завод будет работать. Мы тоже на этом очень идем, мы должны работать, у нас очень много стоит вложенных денег, мы должны работать даже. В ходе рабочего выезда главе республики также доложили, что предприятие ежегодно оплачивает порядка 300 миллионов рублей налогов. Руководитель субъекта, в свою очередь, выразил интерес относительно созданных для рабочих условий. Так, Махмуду Али Калиматову сообщили, что у производства имеется общежитие и столовая. Глава отметил, что одна из важнейших задач на сегодня – готовить специалистов, чтобы они могли работать на подобных заводах. Если брать IT-академию, там акселератор сейчас, второй очередь, да, у нас, там уже выбирать будет бизнес. Здесь автоматизировано, компьютеризировано все. Я так понимаю? Да. Так вы туда тоже соглашение заключаете, соглашение с ними тоже. Ты говоришь, вот оборудование пока у тебя нет, через полгода, год начнешь работать, а у тебя специалисты оттуда выйдут. Они по специальности, а жил директор ВИА, мне нужны вот такие вот специалисты. Они никуда не уйдут, они придут к тебе. То же самое придут и другие специалисты в колледже, которые будут сварщики, не знаю, слесари, я не знаю, все специалисты, список дали. И это Минобразование, Минэконом. Возьмите, сделайте это. Кстати, не только поэтому. Бог Бож, согви. По-честному, Бог Бож. Помогайте ему. Берите, делайте, что нужно. Сегодня займитесь те предприятия, которые остановились. Мы их реанимируем, специалистов нет. Ну, сейчас техники, технологии нужны? Да, нужны. У него их нет. Вот я сейчас университету сказал, готовьте.
этих специалистов. Технологов надо. Потом экспертов, строителей. Понимаете? Чтобы там же контролеров, там же столько специальностей. Аязы или вот У нас- какие у нас тебе всё нужны. готово есть. Да? Да, конечно. Вот ты приходишь, соберите, он не будет собирать, вы собираете, он приходит, или директор его приходит, кто у вас там, и говорит, вот, заранее отдали список, да, специальностей, кто хочет вот эти специальности. Работа будет, зарплата от такого до такого-то гарантирована, стажи работы гарантированы, трудовая гарантирована, все понятно, все понятно. Хабу обышоныш. Потому что это вообще не дело, понимаете? Такое производство столько стоит. Сколько уже стоите? Уже лет 6 мы стоим. 6 лет мы стоим. 6,5. Так, Перспективы реализации проекта реконструкции следующие: использование высокопроизводительного оборудования, востребованность продукции на российском и региональном рынках, удовлетворение спроса на высококачественный облицовочный кирпич, технологичное обновление промышленного предприятия, увеличение производственных мощностей и развитие промышленного потенциала Республики Ингушетия. Ранее глава Ингушетии заявлял, что все соцобъекты в регионе необходимо строить из кирпича. Зелимхан Калуев, Хусейн Гагиев, Юсупханиев, Рахман Цуров, Магаз 24.